Не успела Казань передохнуть от футбольных баталий чемпионата мира, как с 24 по 29 июля столица Татарстана примет 8-й чемпионат мира по пляжному гандболу. Чем интересен этот чемпионат, кого ждем в гости и где пройдут соревнования, узнаем у нашего утреннего гостя Константина Горбунова, первого вице-президента Федерации гандбола Республики Татарстан. Константин, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну и начнем с главного. Мы привыкли пляжный волейбол. А вот теперь пляжный гандбол. Чем он отличается от классического? Ну, в первую очередь, своей задачей показать зрелищность, интересный гол. Это единственный вид спорта, где красивый гол засчитывается за 2 балла. Серьезно? Да. Ничего себе, это какое-то правило из НБА, когда все ради шоу. Да, все ради шоу построено. То есть есть специальные акробатические элементы, так называемые пируэты, совершив которые игрок, и забив мяч, игрок получает 2 очка. А вот размеры площадки, ворота, все так же, как в классическом? Ворота такие же, как в обычном гандболе. Площадка, естественно, меньше, потому что по песку бегать сложнее гораздо, чем на обычном покрытии. Если вдруг дождь, тогда игра тоже продолжается? Да, вот как сегодня, например. Сегодня, да, так, к Проливной сожалению, даже дождь, неважно, снег, игра будет состоится. Состоится. Единственное, что если какая-то там гроза, молния, то есть судья может на время остановить. Ну, это в случае опасности. Хорошо. Соревнуются, в обычном гандболе отдельно женские, отдельно мужские. А есть еще смешанные, в пляжном гандболе... Нет, в обычном нет. А вот в пляжном гандболе есть смешанные команды. Мы правы? Вы правы, да, но эта дисциплина, она пока как бы свободная, даже в пляжном гандболе. Микс так называемый. Соревнования проводятся на данный момент международные среди мужских и женских команд отдельно. Пока. Сколько стран, какое количество участников будет? В этом чемпионате у нас примет рекордное количество участников, 32 команды, 16 мужских, 16 женских. Это как в футболе. Да, кстати. Да, но игра гораздо быстрее происходит, то есть 2 тайма по 10 минут всего. Сколько человек в поле? В поле 4 человека всего, но здесь такой нюанс, то есть нападающих всегда больше. Нападающие 4 человека, защищается 3 плюс вратарь. Константин, расскажите, пожалуйста, кто главные фавориты в обычном гандболе? Главные страны фавориты, да? И в пляжном. Это разные страны или это одни и те же? Это на данный момент разные страны. То есть в классическом гандболе это европейские страны прежде всего. Франция, Дания, Германия. В пляжном гандболе это южные страны. Бразилия, как мне вот красиво. Да, у вас подходит под их настроение, под бразильский флаг. Да, ты, в общем, потянешь на бразильского болельщика. Бразилия, Хорватия, то есть балканские страны хорошо играют в пляжный гандбол. И родоначальники пляжного гандбола итальянцы, испанцы. Южные страны, ну и наши тоже прекрасно выступают. Ну и это мы сейчас обрисовали круг фаворитов на наш турнир, да? Бразилия, Хорватия, Испания, Италия. Плюс мы. У нас, насколько мы помним, в 2004 году наши девушки выиграли чемпионат мира. Он проходил в Египте. В этом году... Мужчины были третьими. Хочу заметить. Да. Не всегда нашим побеждать. Каковы шансы в этом году, что кто-то из наших спортсменов поднимет кубок? Высокие шансы, на самом деле. То есть Россия участвует сначала, с зарождения пляжного гандбола в соревнованиях международных на первом чемпионате Европы, который, если я не ошибаюсь, 25 лет назад проходил, наши стали вторыми. Вот. И, в принципе, на всех соревнованиях претендуют на медали. То есть у нас достаточно хороший пляжный гандбол. А мы вот вроде не южная страна. Страна мы большая, и юг-то у нас тоже есть, правильно? И именно там и развивается пляжный гандбол. А вот хотелось бы узнать, а казанские спортсмены участвуют? Казанские спортсмены с удовольствием бы поучаствовали, если бы жили на юге. Уровень мастерства позволял участвовать, попасть в сборную России. На самом деле мы не так давно занимаемся развитием пляжного гандбола. Благодаря универсиаде 2013 года появился комплекс пляжных видов спорта рядом с Дворцом водных видов спорта, где, собственно, все пляжные виды спорта обитают, в том числе и гандбол. Вот, 3-4 года мы развиваем пляжный гандбол. У нас ежегодно проходят соревнования в конце лета, фестиваль пляжных видов спорта. И вот начали даже потихонечку выезжать в другие города. С вами здесь в Поволжье. То есть основные центры развития — это Ставропольский край, Краснодарский край, пляжного гандбола.
Надеемся, что этот чемпионат мира станет хорошим импульсом для развития гандбола в Казани, в Татарстане других и регионах. пляжного гандбола. Давайте еще раз напомним, где, когда можно все это будет лицезреть, поболеть за наших и не только. Начинается с 24 июля на комплексе пляжных видов спорта возле ДВВС. Сибгат Хакима 70. Все, всех ждем, будем Спасибо. болеть, И самое запасаемся. главное, желаем хорошей Приходите. погоды. Ну и, конечно, Да, хороших конечно, результатов. конечно. Вход бесплатный. Тоже немаловажно. Немаловажно. Да.